Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайф». С вами Сергей Михедов. Отопительный сезон в этом году в столице региона уже начался. Традиционно в последних числах августа во всех арктических районах Якутии объекты теплоснабжения начали свою работу. 5 же сентября отопление было запущено во всех социальных объектах, школах и детских садах. О том, как пройдет осенне-зимний сезон в этот раз, насколько готовы предприятия и какие проекты реализуются в республике, мы поговорим с гостем студии Вячеславом Емельяновым, министром ЖКХ и энергетики республики. Вячеслав Павлович, здравствуйте. Какие основные задачи и приоритеты вашего ведомства в области ЖКХ на текущий год, или на отопительный сезон? Безусловно, архиважной задачей для нашего министерства, да и в целом правительства является бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг. Правильно отметили, отопительный сезон у нас во всех 36 муниципальных образованиях начался своевременно. Готовность предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на текущий момент является практически стопроцентной, за единственным исключением по неготовности непосредственно самих потребителей. Да, по социальным объектам мы говорим, что готовность на сегодняшний день составляет 99%. Исключение у нас составляет ряд образовательных учреждений. Это 2 школы в Нернгринском районе, это Арктическая гимназия в поселке Тикси Булунского Луса и детский сад «Улыбка» в городе Якутске. В этих образовательных учреждениях сейчас проводятся капитальные ремонты, в том числе связанные с капитальными ремонтами инженерных коммуникаций, систем теплоснабжения. Данные объекты, по 3 объектам, за исключением детского сада «Улыбка», работы будут выполнены уже на текущей неделе, будут завершены. Ну, соответственно, теплоснабжение и все коммунальные услуги будут представлены. Что касается детского сада «Улыбка», выполнение будет завершены, ну и, соответственно, все коммунальные услуги будут предоставляться своевременно. Задать вопрос гостю программы можно в прямом эфире по телефону 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере Telegram +7 914 235 0502. Также вы можете задать вопрос через наше мобильное приложение. Чтобы скачать его, достаточно отсканировать QR-код, который вы сейчас видите на экране. В этом году отопительный сезон стартовал в республике, в принципе, в те же сроки, в привычные сроки. Какова сейчас обстановка в районах, да, и в столице республики? Вы уже назвали некоторые объекты, но если говорить в целом. В целом, Сергей, у нас, еще раз повторюсь, готовность предприятий практически стопроцентная. Да? Большое сейчас внимание уделяется объектам, которые остались без теплоснабжения, которые не получили услуги своевременно, в том числе и связано это с реализацией нашей региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. У нас есть краткосрочная программа МКД, капремонта МКД, по которой сейчас остается также один объект, это в поселке Тикси. Один подъезд у нас не запущен ввиду того, что есть сложности с допусками непосредственно самих квартир. Могут, попасть в эти квартиры, но при этом по моему поручению главный инженер фонда капитального ремонта непосредственно вылетел сейчас в поселок Тикси, контролирует ситуацию. Я думаю, что на этой неделе эти вопросы должны быть решены. Важнейшей, конечно, задачей у нас является доставка топливно-энергетических ресурсов в арктические районы в навигацию 2023 года. Сложная обстановка у нас была на реке Яна, связано это с обмелением реки, да, то есть природа диктует иногда свои правила, и топливно-энергетические ресурсы сейчас пошли с незначительным отставанием. При этом хочу заявить, что отгрузка топлива непосредственно сейчас обеспечена 100%, а доставка составляет 79% непосредственно уже до мест дислокации. Я почему говорю, что это архиважная задача? Потому что доставка в навигацию топлива является гарантированной поставкой качественного, бесперебойного, надежного теплоснабжения наших потребителей. И при этом у нас есть задача по обеспечению неснижаемым запасом топлива в период осенне-зимнего периода. Связано это, конечно, как я уже говорил, с климатическими особенностями. В
в северных районах бывает такое, что автозимники открываются с незначительным, но опозданием. Это опять же связано с теплыми погодами, с невозможностью там выезда на определенные там участки. И неснижаемый запас топлива обязательно должен быть сформирован в муниципальных образованиях нашей республики. На полях Восточного экономического форума министр энергетики Российской Федерации Николай Григорьевич Шульгинов проводил совещание по подготовке к прохождению отопительного периода дальневосточных федеральных округов. Участвовал Минстрой России и, как отметили два федеральных министерства, по нашему региону готовность и в целом работа по подготовке к прохождению отопительного периода программ по завозу топлива. Наш регион является лидером дальневосточных федеральных. И это не означает, что мы должны расслабляться. Это дает дополнительный повод для того, чтобы наши ресурсоснабжающие организации со всей ответственностью, значит, выполняли свои функциональные обязанности, предоставляли качественные коммунальные услуги нашим потребителям. А вот если действительно возникает такая проблема, да, река обмелела, это единственный путь, каким образом можно доставить топливно-энергетические ресурсы в какого-то населенного пункта. Каким образом решается эта проблема, да, каким-то другим способом пытаетесь доставить или каким-то другим способом? Да, ну, как я отметил, доставка топлива, если невозможно в период навигации, мы, конечно, определенные объемы переносим на автоземники. И прошлогодняя работа, которую мы выполняли в части доставки топлива, да, как раз перекрывает те нештатные ситуации, которые могут возникнуть в следующий год. Ну, то есть те депотенционные запасы, которые у нас хранятся непосредственно в самих муниципальных образованиях, на объектах тепловой и электрической генерации, они позволяют нам сейчас своевременно начать отопительный период и обеспечивать теплоснабжением, электроснабжением наших потребителей. Ну, вот в условиях арктической зоны республики, да, отопительный сезон, можно сказать, продолжается круглый год. Да. Например, в Авено-Бытантайском районе в селе Кустур планируется строительство новой котельной на щепе с тепловыми сетями. Да. Вот насколько оправдано такое решение? Котельная на дровах обойдется выгоднее? Да, мы подали буквально вот месяц назад заявку на специальный казначейский кредит. Это инструмент, который позволяет региону получить инфраструктурный кредит на реализацию таких как раз мероприятий, связанных с модернизацией коммунальной инфраструктуры. Строительство котельной на щепе в селе Кустур – это проект, который мы разрабатывали там последний год. Он имеет положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость проекта более 480 миллионов рублей. Он обеспечит теплоснабжением 100% населения Кустур. Мы обеспечим подключение всех потребителей непосредственно села Кустур. И перевод на более эффективные виды топливно-энергетических ресурсов, безусловно, позволит сэкономить на, значит, использование, так скажем, дорогостоящего и неэффективного топлива, как дрова. Да? У нас аналогичный проект был реализован как раз в селе Джаргалах, того же Авено-Бытантайского улуса. Он показал свою эффективность. С 2019 года котельная работает. И, как правило, те пиломатериалы, которые там используются, 50% только используются от пиломатериала, все остальное уходит в виде отходов. Да? И мы как раз вот эти отходы используем, превращаем их в щепу и непосредственно, значит, будем использовать как основное топливо для котельной, которую мы сейчас получим в рамках вот специального казначейского кредита. Объект должен быть введен в эксплуатацию в 2024 году. Ну, аналогичные проекты по Республике Саха-Якутия у нас есть. Это, вот, повторюсь, в Джаргалах и в поселке Витим. Мы в рамках концессионного соглашения, которое подписали с ООО «ВЭС», до 2026 года должны как раз заменить неэффективную нефтяную котельную на щепу, то есть перевести две котельные. Да. Значит, сырья нам хватает. Да, были в прошлый отопительный период вопросы, связанные с предоставлением исходных материалов, но этот вопрос, можно сказать, что решен, и данный вопрос в части подготовки исходных материалов в виде щепы находится на особом контроле, и мы в рамках подготовки к прохождению отопительного сезона с Ленским управлением Ростехнадзора в рамках получения паспортов готовности самих муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций эту работу, конечно, будем проверять тщательно.
Здесь бы, Сергей, хотелось бы еще и добавить, да, ну, продолжение темы, связанной с подготовкой к прохождению УЗП и получению паспортов готовности муниципальных образований. Паспорт готовности муниципалитета – это не просто документ, да, для галочки, это на самом деле комплекс таких больших проверочных мероприятий не только со стороны отраслевого министерства. Здесь идет проверка со стороны контрольных надзорных органов, таких как Ленского управления Ростехнадзора, Главного управления МЧС, исполнение предписаний и так далее, там прочее, которые муниципалитет обязан выполнить совместно с ресурсоснабжающими организациями, со своими потребителями, с бюджетными учреждениями, социальными учреждениями. То есть паспорт готовности, по сути своей, обязывает нас вместе с муниципальными образованиями и ресурсоснабжающими организациями выполнить все комплексы мероприятий для того, чтобы мы обеспечивали в период нашего УЗП, осенне-зимнего периода, да, предоставление качественных коммунальных услуг наших потребителей. Ну, что касается паспортов готовности, как сейчас обстоят дела, все ли районы получили? Паспорта готовности у нас оформляются до 15 ноября, то есть до 15 ноября все муниципалитеты должны получить. На текущий момент из ресурсоснабжающих организаций, насколько мне известно, получили акционерное общество «Теплоэнергия» и, значит, Нерюнгри «Теплоналадка». Это два предприятия, которые на текущий момент получили паспорта. Значит, по остальным предприятиям сейчас идет проверка. По приказу Ленского управления Ростехнадзора инспекторы уже определены по муниципальным образованиям и отрабатывают с ресурсоснабжающими организациями. Ну, вот что касается переходов котельных на альтернативные виды топлива, да, некоторые котельные переводят на газ. Как у нас идет работа в этом направлении? Активно ли переходят котельные на газ? Вообще, насколько это выгодно? Ну, в рамках эффективного взаимодействия Республики Саха-Якутия с такими топовыми компаниями, как «Газпром», да, идет большая работа по газификации муниципальных образований. Буквально недавно глава республики Арсен Сергеевич проводил совещание по газификации нескольких муниципальных образований, таких как Алекминский улус, Нерюнгринский район, Алданский район и ряда муниципальных образований центральной части нашей республики. Большая, конечно, работа предстоит по переводу на газ источников тепловой генерации наших котельных. Да. Это более 70 котельных. Понятно, что в одночасье в рамках инвестиционной программы выполнить это невозможно, и наше министерство, правительство прорабатываем вопрос по привлечению инвестиций инвесторов по переводу неэффективных котельных на газовое топливо. И мы как раз на полях Восточно-экономического форума Арсен Сергеевич, наш глава республики, подписал соглашение с одним из потенциальных инвесторов, Экотехинвест, который планирует перевести на газ и на более эффективные виды топливно-энергетических ресурсов более 60 котельных с объемом инвестиций порядка 18 миллиардов рублей. Это практически идентичная картина с нашими дизельными электростанциями. Помните, наверное, мы рассказывали года 2 назад и успешно, я бы сказал, реализуем проекты, связанные с переводом неэффективных дизельных электростанций в гибридные энергоустановки, то есть это традиционная дизельная генерация, которая работает в купе с возобновляемой энергетикой, с солнечными станциями, у которых есть накопители энергии, и это приводит к снижению потребления дорогостоящего топлива. Да? Ну, вот если мы говорим про дизельные станции, это, конечно, дистопливо. В этом году мы должны реализовать 7 таких проектов, да? Всего реализовано 6, в этом году 7, и в 2025 году еще останется к реализации более 50 проектов. Всего 72 станции, по итогам которого мы должны перевести на возобновляемые виды электрической энергии, выработку электрической энергии в зоне, так скажем, локальной генерации, где работают наши дизельные станции, до 10% электрической энергии будут вырабатываться за счет солнечной
генерации. Да. Вот такая же картина будет у нас по значит, котельным. То есть инвестор заходит, условно говоря, это в рамках энергосервисного контракта делается. Инвестор заходит со своими инвестициями, выполняет работы и, сохраняя тарифы, значит, возвращает свои инвестиции и передает уже новые котельные, эффективные котельные ресурсоснабжающим организациям для дальнейшей работы, которая позволит снизить экономически обоснованные тарифы и переведет на экономически целесообразные и эффективные виды топлива, которые в конечном итоге, конечно, приведут к снижению выбросов, к снижению углеродного следа, экологичность, безопасность, надежность, ну и снижение тарифов для, значит, юридических лиц, экономически обоснованных тарифов. Ну, то есть, да, меньше выбросов в экологию вредных, да, снижение тарифов, конечно, только плюсы. А вообще, если говорить о Восточном экономическом форуме, да, насколько он был успешен для вашей отрасли в этом году, да, какие договоренности заключили, что ждать якутянам, каких еще изменений? На полях Восточного экономического форума по линии, так скажем, ну, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики было подписано 3 соглашения ключевых. Это первое соглашение, о котором я говорил, это Экотехинвест по нашим котельным. Второе соглашение было подписано с публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» ППК РЭУ об эффективном взаимодействии в части предоставления льготных кредитов, льготного кредита на реализацию проекта по строительству мусороперегрузочной станции с элементами сортировки. Как вы знаете, Сергей, мы сейчас заканчиваем практически уже на 99% реализовали проект первого этапа полигона твердых коммунальных отходов на Вилюйском тракте 27-го километра. Это современный полигон, который позволит обеспечить надежное захоронение по всем требованиям законодательства, да, и Санпина, твердые бытовые коммунальные отходы. Мусороперегрузочная станция с элементами сортировки будет находиться на 8-м километре Вилюйского тракта, на горе. На текущий момент проектно-сметная документация разработана. По технической части мы получили положительное заключение экспертизы и, значит, в стадии завершения получения заключения экспертизы по сметной части. Так вот, по данному проекту в рамках соглашения, которое мы подписали на полях Восточного экономического форума, должны получить льготный кредит, это менее 7%. Конечно, концессионер заинтересован в привлечении более дешевых, так скажем, денег на реализацию данного проекта. В любом случае это все будет возвращаться, как в том числе и тарифные источники, да, и мы в том числе и заинтересованы для того, чтобы привлекать внебюджетные средства, дешевые средства, для того, чтобы реализовывать такие большие проекты на территории Республики Саха-Якутия. Ну и третье соглашение, которое мы подписали, четырехстороннее, это соглашение в рамках реализации Кючуского нашего кластера. Напомню, что Кючускский кластер в себя включает не только строительство атомной станции малой мощности в поселке Усть-Куйга, да, но и, значит, реализацию таких мероприятий, как освоение, значит, золоторудных месторождений и других полезных ископаемых на территории Устьянского и Верхоянского улусов. Общий объем инвестиций, который составит более 240 миллиардов рублей. Это колоссальный объем инвестиций в арктические регионы нашей республики, да и нашей страны в целом. То есть серьезные соглашения подписаны на полях Восточного экономического форума. И я думаю, что в ближайшее время уже не просто на бумаге, да, а реально будут инвестированы эти проекты, и проекты будут воплощены в жизнь, и население будет ощущать те, так скажем, положительные моменты, которые сейчас пока, конечно, на бумаге, но в ближайшее время, начиная с этого года, уже проекты будут реализованы в жизнь. Ну вот 2 крупных объекта на Вилюйском тракте, да, связанные с переработкой мусора, да, с его перегрузкой. Какие плюсы это даст городу? Что ждать горожанам?
появлением этих объектов? Да, на территории городского округа города Якутск и ближайших населенных пунктов, таких как Ангаласы, значит, Жатай, Табага, Тулагина, накапливается более 100 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Да. Понятно, что это очень большой объем твердых бытовых коммунальных отходов, которые нужно перерабатывать. Да. И по нацпроекту экологии, по нашим показателям, которые отражены в территориальной схеме по обращению с отходами, мы должны в обязательном порядке сортировать наш мусор. То есть как раз вот мусороперегрузочная станция с элементами сортировки позволит отсортировать вторсырье, такие как бумага, картон, стекло, железо и так далее, там прочее, на, значит, отправку, значит, на вторичную переработку. Да. Эта схема сейчас действует, но действует она по инициативе, так скажем, субъектов малого и среднего предпринимательства. Да. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить наших коллег, которые активно работают и поддерживают наше министерство, да и вообще в целом идеологию о том, что надо сохранять экологию. Очень много молодых ребят и значит, представителей малого, среднего бизнеса, которые активно с нами работают. Да. Это переработка картона, переработка шин, это сбор аккумуляторных батарей, да, которые проработали. Вот. Так вот, мусороперегрузочная станция позволит нам сортировать до 30% всего мусора, который накапливается, да, и направлять на вторичную переработку. То, что остается, это все будет компостироваться, ну, то есть под давлением это будет не просто вот так храниться, да, и там улетать, так скажем, по ветру куда-то там в лес или там в грунты, это все будет храниться. Значит, современный полигон обеспечивает хранение на картах хвостовых отходов, которые будут выходить от мусороперегрузочной станции, да, и, соответственно, даже если будут там какие-то жидкие отложения, у нас там есть пруды-отстойники, которые будут фильтроваться и, значит, обеспечивать экологичность и безопасность хранения твердых бытовых коммунальных отходов. То есть это комплекс мер, который направлен на в целом, так скажем, бережного отношения к экологии не только нашей республики, да, это в целом политика национального проекта, и хотелось бы, чтобы население с пониманием относилось к данному вопросу. Да. Мы неспроста проводим акции, связанные там со сбором пластиковых отходов, да, там, батарей отдельно, значит, складирование бумаг, картона и так далее, там прочее. Это на самом деле очень сильно упрощает работу очень многим активистам, да, которые занимаются и с удовольствием занимаются этой работой. Ну, вот отсюда же вытекает вопрос, стоит ли ждать жителям города, близлежащих населенных пунктов того, что мы перейдем на раздельный сбор мусора. Да? То есть у нас появятся какие-то новые урны, может быть. Ожидать ли этого? Или это все-таки останется на сотрудниках мусоросортировочного завода? На самом деле количество санитарных точек не только в городе Якутске, но и в крупных агломерациях и в ряде районных центров и отдельных муниципальных образований, да, по всей республике. Количество, значит, санточек с отдельным сбором, значит, твердых коммунальных отходов, оно из года в год увеличивается. Да. Меры поддержки со стороны правительства республики в этом плане тоже оказывается. В прошлом году мы в бюджете предусматривали более 7 миллионов рублей, которые были направлены как раз на обустройство вот этих санитарных точек, да, в том числе и на раздельный сбор твердых бытовых коммунальных отходов. Мы эту меру будем также продолжать, да, поддерживать муниципальное образование, которое активно, значит, занимается вот как раз раздельным сбором мусора. Ну, это действительно серьезная работа, людей нужно подготовить, да, это что-то действительно абсолютно новое будет, да. Ну вот тем временем в Устьянском районе продолжается работа по возведению атомной станции малой мощности. Например, не так давно там открыли поселок строителей. Вот расскажите, насколько для нашего региона перспективно открывать атомные станции малой мощности? И вообще отсюда же, конечно же, идет вопрос логичный, да, насколько это вредно для экологии, вообще для ближайших населенных пунктов.
Вы знаете, Сергей, вот в 2018 году, когда была первая встреча с представителями госкорпорации «Росатом», 5 лет назад они прилетели, да, в город Якутск, и у нас была первая встреча. Конечно, при значит, обсуждении вопросов, связанных со строительством атомной станции, да, хочешь ты этого или не хочешь, все равно возникают такие ассоциации, как Чернобыльская АЭС, да, Фукусима и так далее и тому прочее. Мы, естественно, как жители Республики Саха-Якутия, в первую очередь думаем о безопасности и надежности работы того или иного оборудования, вне зависимости от того, что это атомная станция, там, дизельная станция, турбины какие-то и так далее и тому прочее. Очень много работы провели, научно-практические конференции, общественные слушания проводили по данному вопросу, да, организовывали, госкорпорация «Росатом» совместно с нами организовывала непосредственно экскурсионные туры для общественных организаций, для экоактивистов, для активных граждан, выезды в атомные станции, непосредственно как это все работает, чтобы это все показать. И на текущий момент на самом деле готовность к реализации данного проекта очень высокая. Да? Можно сказать, что все финмодели сделаны, общественные слушания провели. В прошлом году, значит, получили от Федерального Ростехнадзора разрешение на, значит, сооружение атомной станции малой мощности. В этом году, да, вы правильно отметили, временный строительный городок был на 250 мест открыт в поселке Усть-Куйга. Аналогично временный строительный городок сейчас начинает строиться рядом с первым строительным городком, да, уже на 1500 мест. Реализация данного проекта является очень, так скажем, ну, самое, наверное, крупное в постсоветское время, да. Первая станция, значит, в зоне вечной мерзлоты, в стационарном исполнении. Амбициозный проект, он позволит обеспечить для граждан нашей республики минимум 1000 рабочих мест в период строительства этой атомной станции и более 600 мест уже после ввода в эксплуатацию этой атомной станции непосредственно после 2028 года. Первые бетонные работы планируется начать уже в следующем году. Вот. Ну и ввод в эксплуатацию у нас планируется в 2028 году, через 5 лет. Атомная станция уже должна ввестись в эксплуатацию, ну и непосредственно уже обеспечивать электро- и теплоснабжением наших потребителей. Также в Устьянском районе, да, построят новый водозабор и новую очистную станцию, которой в Усть-Куйге ранее не было. Вот это строительство также связано с программой по работе атомной станции малой мощности. Вот, а сами жители поселка будут обеспечены чистой водой? Действительно, водоснабжение в поселку Усть-Куйга сейчас является неудовлетворительной. 18 августа текущего года компания «Росатом», Аверсис подписали договор техприсоединения, технологического присоединения к системе водоснабжения с компанией «Теплоэнергосервис», в рамках которого до 18 февраля 2025 года «Теплоэнергосервис» обязан построить водоочистное сооружение с очисткой и непосредственно выдать воду для потребителей временного строительного городка. При этом, естественно, мы должны учитывать потребности, значит, непосредственно самого поселка. При выездном заседании штаба по реализации проекта атомной станции малой мощности, значит, при согласовании как раз с Росатом Аверсис, с Теплоэнергосервис, было принято решение о том, что данный проект должен обязательно учитывать потребности поселка. Через научно-технический совет нашего министерства будут определены механизмы и технические возможности предоставления данной качественной питьевой воды потребителям поселка. И это обязательно будет сделано. Я думаю, что в течение года, 1,5 лет мы обеспечим чистой, качественной питьевой водой всех потребителей поселка Усть-Куйга. Ну, кстати, 28-й год, в принципе, должен стать прорывным для Якутии, да, кроме объектов уже озвученных. Появится новая тепловая электростанция в Ленском районе. Да? Вот с чем связано строительство Новоленской ТЭС, вот какие есть преимущества у этого проекта? В прошлом году Республика Саха-Якутия подписала соглашение с Интеррао, в рамках которого
рядом с городом Ленском будет построена Новоленская ТЭС мощностью не менее 550 мегаватт, которая будет обеспечивать электроснабжением, значит, покрывать, так скажем, потребности восточного полигона железных дорог, да, Транссибирской магистрали и, значит, дефициты, которые сейчас возникают в северной части Иркутской области, да, Бадайбинского района. Ну и в схеме выдачи мощности данной станции мы в обязательном порядке с системным оператором сейчас проговариваем вопрос о необходимости покрытия возможных дефицитов, которые будут возникать в западном энергорайоне нашей республики. И эта станция, безусловно, обеспечит надежность энергоснабжения наших потребителей. Да, у нас есть в западном энергорайоне Каскад-Вилюйский ГЭС, первая и вторая очередь, да, Светлинская ГЭС, которая обеспечивает энергоснабжением наших потребителей, но при этом реализация данного проекта должна как минимум в 2 раза, значит, увеличить надежность энергоснабжения наших потребителей. Объект должен быть введен в эксплуатацию до 2028 года. Я думаю, что в эффективном взаимодействии и сотрудничестве с Интеррао мы эти работы выполним своевременно. Если говорить вообще в целом, какие вызовы сейчас стоят перед ЖКХ республики и как с ними удается справляться? Ну, возвращаясь, наверное, к началу нашего разговора, хочу сказать, что это, конечно, безусловно, надежность и качество предоставления коммунальных услуг. Хотелось бы, чтобы потребитель, который приходит домой, да, включая свет, заходил в теплый дом, открывал кран и получал там холодную, горячую воду, да. За этим, конечно, стоят работа многотысячного коллектива отрасли жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Пользуясь случаем, хочу обратиться к своим коллегам, да, со словами благодарности за их надежную и бескорыстную работу в этом направлении. Но при этом, конечно, большие задачи стоят в части уменьшения количества технологических нарушений и аварий. К сожалению, они имеют место быть. Иногда это случается по независящим от нас причинам. Это погодные явления, это воздействие посторонних лиц. То есть в прошлом году мы помним, когда и в Теплом Ключе у нас была авария, да, в Тампонском районе, когда машины сбивали компенсаторы и в ряде муниципальных образований. Помним случай, когда у нас зимой отключалась электроэнергия от подстанции «Мая», да, из-за ненадежной работы вспомогательного оборудования, муфт на подстанции «Мая». В этом году, благодаря переговорам нашего главы республики Александра Сергеевича Николаева с руководством компании «Россети», в инвестиционной программе компании «Россетей» появилась, значит, сумма порядка 2 миллиардов рублей, которая направлена на повышение надежности энергоснабжения потребителей всего центрального энергорайона, южного энергорайона. Да, работы большие выполнены на подстанции «Мая». Мы, если по-простому говорить, загнали эти муфты, значит, в теплые помещения. И вот эти перепады температур, наши рискоконтинентальные, не должны повлиять на работу основного вспомогательного оборудования этих узловых подстанций в Тамоте и в Мае. Да. Значит, амбициозно, конечно, задачи стоят по реализации наших, как я уже говорил, инвестиционных проектов в рамках энергосервисных контрактов. Большая задача стоит по реализации наших региональных программ «Чистая вода», экология, модернизация коммунальной инфраструктуры. Очень большая работа ведется по, значит, реконструкции сетей, инфраструктурных сетей, сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, вот наша республика одной из первых в прошлом году защитила в правительственной комиссии Российской Федерации программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Благодаря этому в 2023-2024 году, значит, будет финансирование нашей инфраструктуры. Более 700 миллионов рублей придет со стороны Федерации и порядка 400 миллионов рублей софинансирования как со стороны региона, так и ресурсоснабжающих организаций. Это позволит прежде всего заменить устаревшие ветхие аварийные сети,
сети в 16 муниципальных образованиях, в 16 районах нашей республики. Колоссальная работа была проведена, да, и на текущий момент первые этапы мы уже начинаем реализовывать в ряде муниципальных образований в центральной части нашей республики. В следующем году в основном, конечно, это наши арктические северные районы. К сожалению, ресурсники в рамках своих инвестиционных, ремонтных программ не могут все за раз вот это все выполнить, да, то есть мы говорим о том, что строим объекты тепловой генерации, котельные, электрические объекты электрической генерации. А на сети вот, особо, так скажем, финансирования не было, и вот эта региональная программа и меры федеральной поддержки как раз позволят нам закрыть проблемные вопросы в части реконструкции сетевой инфраструктуры. Большие проекты у нас, конечно, связанные с энергетикой. Повторюсь, это вот энергосервисные контракты по дизельной генерации, это строительство второй очереди Якутской ГРЭС-2, это строительство линии электропередач Сулгачи-Амга, Сунтар-Нерба. В этом направлении, конечно, ведется очень большая работа. Я думаю, что в ближайшие пятилетки эти задачи должны быть сдвинуты с мертвой точки и реально должны быть реализованы. Ну, действительно, проектов очень много, да, если большую работу разделить на части, она, естественно, будет получаться. Что ж, Вячеслав Павлович, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Сезон отопительный уже стартовал, конечно же, обязательно желаем спокойного прохождения отопительного сезона без серьезных происшествий. Спасибо. На этом выпуск программы «Якутия Лайв» завершен. С вами был Сергей Михедов. Смотрите нас по будням в 19:15 и расскажем, чем живет Якутия.